Добрый день, уважаемые соотечественники, друзья и слушатели. Долгое время у нас не было с вами связи, потому что дел было много. Да, кроме того, я очень внимательно наблюдаю за происходящими процессами и здесь, в Европе, в соседних странах и в мире, чтобы оценить, приценить наши позиции, позиции Ассоциации демократического движения Туркмен-Херекет, Туркменского фронта сопротивления к мировой политике и строить свои новые планы, исходя из ситуации, происходящего в мире. Хочу сказать, вечные преступления против принципов человечества в конце концов приводят к войне. Потому что преступник в агонии, ему дальше некуда. Он столько совершает преступления. Он дальше сам жить и спать не может от своих преступлений. Он в агонии. И что он делает? Он начинает войну. Или он начинает аресты невинных людей. И отсюда, получается, невиновные граждане преступниками. Но они не являются преступниками. Они являются жертвами преступников. Незаконные аресты происходят тоже со страху. Первый президент, преступник, диктатор Туркменбаши, в кавычках Туркменбаши. Второй, в кавычках, Аркадах, со страху за свои преступления против народа вели необъявленную войну. Например, разрушение домов. И это с тем, чтобы пугать и изгнать из страны образованных людей. Дальше безработица, батрачество населения и аресты народа, незаконные аресты народа. Тем самым режим хотел держать под контролем народное движение, чтобы волнений не было, чтобы никто никогда не думал, что режим ворует там газ, казну, обворовывает, что не занимается экономикой, не занимается развитием страны. Чтобы никто не думал, они проводят аресты, сажают невиновных граждан, продолжается безработица, голод, батрачество. Это методы режима с целью подавления народных масс. Пресса туркменского телевидения, значит, программа «Ватан» – это первые подельники преступников диктатуры. Первые подельники. Не надо даже сейчас обсуждать, как работают они. Мы все знаем, как они работают. Теперь вторая пресса, освещающая проблемы Туркменистана, похожа на гладильную доску. Ихняя деятельность сглаживать углы туркменской диктатуры. И как бы не обидеть, они ведут вот такую программу. Они не критикуют туркменский режим. Они, напротив, находят таких людей, обиженных на жизнь. По-другому обиженники называют их. Обиженников на жизнь. Это те, которые не пострадали от диктатуры, а они от жизни, собственной жизни пострадали. Они не смогли себя найти в этой жизни. Их любой режим, даже там будет демократия, они там себя не найдут.
А вот это вот вторая программа именно находит таких людей и их рекламирует как бы борцами за свободу Туркменистана. Это кощунство. Во-первых, вы работаете в свой карман, то же самое, как диктатура. Во-вторых, вы скрываете истину. И чтобы скрыть истину, вы находите вот таких людей, их рекламируете и хотите их показать героями туркменской свободы. Не получится. Какой-то отрезок времени вы сможете это сделать. Дальше мы вас догоним, имейте в виду. Догоним всех, кто врет, кто ворует, от кого страдает туркменский народ. Пощады не будет. Мы будем строить страну, народную республику для туркмен и для развития Туркменистана и в целом туркмен мира, чтобы нас признали, всех вас уважали. Но не тех, кто хочет лгать, скрывать истину, мы терпеть не будем. И отныне в моих выступлениях будет идти разговор об этом. Туркменская политика в связи с тем, что в мире происходят сейчас очень сложные моменты, они хотят остановить войну, они хотят, чтобы государство со своей гегемонией не угрожало цивилизации мировой. Они хотят навести порядок в мире, мировой политики. Мировая демократия хочет навести порядок. Поэтому Туркменистан сейчас выпал из интересов экспертов и политиков. И этим пользуется туркменский режим. Он продолжает продавать, воровать выручку за газ. Да, туркменский режим за это время в 2016 году провел нелегитимные выборы по смене Конституции. Дальше, в 2017 году, 12 февраля и в 2022 году, 12 марта, проведенные туркменским режимом выборы по президенту считаются нелегитимными. И сейчас Туркменистаном правят воры, бандиты. И отец, и сын воруют туркменскую казну. Как бы показывает свое лицо, ездит там, кому газ продает, или кто его крышует. И это, кстати, хотят. Якобы эксперт недавно мне очень не понравился. Выступает, говорит, что этот самый, вот, отец хочет обратно отнять у сына полномочия президента, права забрать. Между ними хотят этим самым вести какой-то клинч, понимаете? И чтобы выгодно было им, чтобы потом ихние соратники смогли прийти в Туркменистан, или их признал хотя бы сын Бердымухамедова. Это с этой целью делается. Выставляет этого Сердара Бердымухамедова, как будто он учился в Москве, как будто он жил в Швейцарии, знает английский язык. Он английского языка не знает вообще. И учился он еле-еле за свои отцовские деньги. Он платил. Да. Так что не надо хвалить. Если ты эксперт, не скрывай истину туркменскую. Мы уже устали. Не морочьте нам голову. Не хвалите их, наших негодяев. Лучше молчите, если не можете правду сказать. Вот. Коротко я хотел вам сегодня довести вот об этом, уважаемые соотечественники, друзья, слушатели. Значит,
ситуация в Туркменистане пока не меняется, и ввиду того, что в мире есть более важные события, мы надеемся, что все это повлияет в дальнейшем изменению демократических процессов во всем мире, и в том числе в Туркменистане. Всего вам хорошего. До следующих встреч.